Вчера в 3 часа ночи заселились, нашли нашу улицу. Это мы. Да. Я, кстати, нашла вариант. Как кушать и не толстеть. Сейчас будет мне рассказывать. Нет. Я не знаю, как кушать и не толстеть, на самом деле. Я нашла вариант здесь чаще бывать. Вон там он написано «Селим здание Сатылык». Сейчас будем звонить, значит. Сатылык — это значит продается. Это здание продается. Сатылык бина. Вот, пожалуйста, кому надо, обращайтесь. Вот наш отель. Кстати, он очень удобный. 2 станции метро с 2 сторон. И удобство в том, что когда ты уставший уже находился, просто возвращаешься по метро, спускаешься и уже в отеле. Вариантик супер. Да, расположение очень удобное. И здесь круглосуточное, получается, бронирование. То есть мы в 3 часа ночи вчера приехали, без проблем, все, зашли и сразу же спать. Ну, забронировали-то мы раньше. Ну, да, За обязательно. сутки раньше, да, в любое время. Ну, многие знают через Booking. В общем, обязательно бронируйтесь заранее. Сейчас тогда выходим на разведку. Все, дальше. Город Византий сам по себе не защищается, а персы идут через район Второго моста, привязывают корабли понтонным мостом и переправляются в сторону Европы. Понятное дело, Леонидас, все. Город не обороняется ни перед персами, город не обороняется ни перед македонцами, которые несколько сот лет позже, набирая силу, опять в запад идет, опять на восток. То есть проходит также частично, город опять не защищается, не обороняется. А чисто торговля. Их интересует только вот дай на дай, пожалуйста, заходи, не бойся, выходи, не плачь. Да? И получается, город, развиваясь, приобретает очень важное значение. Но македонские, так по правую сторону, это улица Истекляль, правая сторона это консульство Швеции, немногим дальше там консульство Нидерландов. А вот, кстати, там эта галерея, там бесплатный вход? Кассабутер? Да. Можем зайти спросить, Мы потому там- что я здесь давно не Мы была. придем еще туда. Просто мы как-то потому были что отсюда здесь. будем возвращаться также. Ага. Пассаж. Да, исторический, который... Вчера был матч, вчера было дерби. Сегодня, наверное, тоже будет дерби. Вчера Фенербахче здесь Мы в 3 часа ночи из-за этого там стояли? Ужас. Смотрите, как вот область русского консульства выглядит. Напротив это русское консульство. Как это Осмолы-Мешчит, одна из боковых улочек. Да, вот российское консульство напротив. Каракёй, где оттуда там наверх, когда туннель. 35-й год. Бейнуло, это вот где мы поднимались. Да, это наш И район. вот Таксим. Это конец Таксима, видно вот Аякриада, вот эти башенки. Это площадь Галатасарай, она еще перед нами. И когда смотришь наверх, то вот эти дома-колодцы старого образца, это один из пассажей, который сохранился после Первой мировой войны и во время пожаров. Кроме цветочного пассажа, пассажа, То есть это редкость, да? это, да, это редкость. А в Потому Европе что есть такое? в чисто европейский стиль. Это чисто европейский стиль. 1800-е, 1790-е, 1800-е года. И присматривается вот как улица Истекляль, по которой мы сейчас Смотрите, как пешеходная классно вообще. идет. Просто Как она была Атмосфера вот какая после крутая. Первой мировой войны. И вот что он несет? Или ракы несет в этой бутылке, или бозу. Бозаджи иногда. Здесь вот шубы шили именно. Потому что очень важные торговые пути шли через Сирию. Вот это Алеппо. Алепп. Это сейчас вот, что там творится. Это все тоже. А это вот как в Каракёе видно. Прежде всего торговля. Вот хан, все, что называют ханами, это торговый центр. Как вот. Своего рода здесь была вот как Москва-Сити. Это был Стамбул-Сити. ЦУМ, короче, да? Да, и это был своего рода вида сум, и причем вот эти вот шубы, не шубы, это все пошивочные мастерские, также и бербер. То есть в 1800-х годах идет уже совершенно другой вид торговли. Базар базаром, там вот оптовики предлагают в розницу, продают более экзотически, но Османская империя начинает на запад
как я говорю, европеизироваться До сих пор не могут слишком. остановиться. И европеизируюсь, вот эта вот торговля и проживание, как в Одессе. И кто этим занимается, кто бы что ни говорил? Евреи. Сефарилер, да. Не караимы, а чисто евреи, как и в Одессе. Находят, я прихожу, чисто сюда чай попить и посмотреть. И чувствую себя как в чай Одессе. через... Поэтому и старые издания. Старая кофейня, да. Одна из самых этих старых кофейней. чай, В основном да? сейчас они больше чай пьют, но кофе тоже сервируют. Если пройти можно, да? Да, конечно, можно выйти тоже. Потому что, во-первых, Они доступная здесь- цена, во-вторых, хороший оборот, то есть ничего не застаивает. Çok sağ olun, teşekkürler. Туристам 10% скидки. Они чок сагл говорят, да? Тоже? Я говорю, что. Им сагл говоришь, они на тебя так смотрят все время, как будто не понимают, что ты говоришь. Потому что, когда ты говоришь «сау», это как этот... Не сильно похвалил. Посипки. Спасибо. Посипки. Спасибки. Ну, говорят же, На живот цените. это вот адвокатская, это вот баро. Изба. Всех этих. Да, это боковая улочка. Кошки. Да. Потому что, вот, а сейчас уже проверяют, чтобы кошки... Это так и получается. Они считают, святой отвечает за пропавшие вещи и за все пропавшее. Поэтому, когда... Вот, и здесь, наверное, уже месяц сейчас закончится, сегодня уже воскресенье, поэтому это ждут. Нет, ничего страшного, сейчас посмотрим. Наверное, поэтому все ждут. Там что-то на входе объясняют. Да, потому что... Не пускают? Место. Сейчас не пустят. папа видел? Да, служащие здесь из разных этих, миссийные. Сейчас вот скажут, чтобы Только, тихо, говорит, не азиатам можно. чтобы там не шуметь, чтобы это самый вход правый, левый выход. Но кроме вообще самого, сейчас спрошу. Нет, не пускают. Видно, только на место. Сейчас Что, может, все, когда подруг, скажи, куда есть. Покажу все это. Называется Ибеулочка Латасе, это шоколадник этого района. Ну, не говорите, что вы хотите попробовать дубайский. У меня просто... а вот же дубайцы. Ой, не надо. Это не дубайский. Дубайский шоколад. Merhabalar, kolay gelsin hocam. Вы горький, молочный. Горький. Merhaba. Тогда возьму смешанный. Hocam ben klasik benim bitter çikolatalı ve sütlü çikolatalı. Badem olabilir, evet. Да, это чисто вот болчи. Они здесь завтра будут, послезавтра, если хотите. Ne bileyim 7 tane birisinden 7 tane diğerinden. Karışım yaparsanız. Я сразу догадался. Bir de bir poşet verebilir misiniz? Teşekkürler. Fiş istemiyorum. Sağ olun. Манда Батвас это очень старый, тоже с 1960 какого-то года вообще эта кофейня. Подожди. Это Она я не такая родился в старая. этом году. Ну, она не старая. Ну, Да. а зачем Это вот нам новые Сразу кофейни? переобулась, вот видите, тогда в воздухе. идем в итальянский Вот госпиталь. это Джанкойский очень хитрый. Она бахчисарайская. Раз. 1900 какого-то было очень старая кофейня. Так вот, буду дальше рассказывать про то, что случилось с этим Византием. Значит, персы, македонские, после смерти Македонского полностью вот эту часть
западная осталась у Лизимаха. Лизимах — это в фильме вот этот Александр the Great, это самый один из его 10 вот этих диадоков, полковников. Пергамон, у него было 5 королей. Это место, где изобрели пергамент. Это очень старый этот Картасье, книжный магазин со всеми этими. Сейчас это антикварные, полуантикварные вещи продают. Открываешь штору, он Поэтому учили девочек вязать чернильницы, чтобы вот эта чернильница держалась. Сейчас тоже. Или же кину в группу, попрошу сейчас. У нас есть группа с этими, по скриптам. И она или ссылку вышлет на, или можно не скачать. Сама традиция пришла после завоевания Йемена Селимом I. Когда он в 1519 году идет, чтобы там порядок навести, прибрать к рукам, но он туда идет, чтобы забрать также и определенные мощи святых, которые там арабы практически несколько сот лет назад забрали у Восточно-Римской империи. И тогда-то он и встречается с этой традицией кофе, привозит ее сюда. Кофейни очень хорошо начинают работать. И это средство сбора массовой информации. Понимаете? Потому что официально мужчины и неофициально мужчины не сплетничают. Абсолютно. Они только обмениваются информацией. Это вот правда жизни. Но где же им обмениваться? В таких вот местах. И Сулейман после таких вот обменов немножко нервный, говорит, ну сколько же это можно, и он запрещает кофеин, закрывает, но не может предотвратить торговлю кофе в регионе Средиземного моря. И все это идет островами, а один из самых влиятельных островов со своим орденом, торговый остров, это Мальта, Мальтанский остров, ну, мальтанские рыцари, да, Мальтанского ордена. И вот они нам сюда. А мы мальтийского говорим, это правильно? Мальтийский, да, правильно, это может это. О, как красиво. Это кофейня здесь? Здесь, да. И здесь ни одного Как же люди сюда человека. ходят? Ну, кто знает, тот ходит. Сами Это старый госпиталь. Хоспитиум, вообще поляки хоспитиум воспринимают как хосп, где там от онкологии и так далее, дожимаешь. А на самом деле хоспитиум это лечебница. Да, да, лечебница. Видите, вот там итальянское консульство, а это тоже было под итальянцами. Мальтанский орден. Крест Мальтанского ордена, и наверх посмотри, видишь, то же самое. Один католический крест, а внизу, да, именно вот. Как костюм такие. Какие дворы мне. Да, как красиво. Наверх. Наверх. Я бы. Внутреннее помещение очень маленькое. Да, мы зайдем. Вот это вот дерево называется не просто лавровым листом, это Это все госпиталь. Насосыныз. Выбирайте место, садитесь, я сейчас захожу. Давай попозже, потом, хорошо, давай. Вы идите место, занимайте, хорошо, да, все, я все скажу. Я очень опасная женщина. Он меня очень давно знает, поэтому... 1900. Вы хотите что-то кушать? У нас шоколадка есть. Нет? Я кофе взяла, правильно? Или, может, хотите еще газированную воду или что?
политика государства была такая, чтобы сосредоточить внимание больше на чае, чем на кофе. Почему? Потому что чай здесь производят на Черном море, в Черноморском регионе. Это местный продукт. С этого зарабатывали и зарабатывают больше денег. А кофе привозное. И цена кофе буквально с 1 декабря здесь поднялась на 23%. Со дня на день, 30 ноября я покупала за сколько? 460 лир за килограмм. Я пришла 1 декабря в ту же лавочку, это Куркавичи, 500 лир. У меня глаза на лоб. Говорю, куда уже? 3 раза в год дорожать. Чайная культура, она с какого времени разгоняется? Тоже как с кофейной? Чайная культура, она здесь старше, Чем кофейная? чем кофейная. Почему? Потому что шелковый путь и, как турки говорят, бахарат йолу, путь приправ, он здесь намного старше, чем 16 век, до нашей эры. И чай сюда попал. Чисто вот мы говорим чай, азербайджанцы чай, китайцы тоже так же говорят, именно из Китая. С этим шелковым путем. А почему сейчас кофе не пьют так турки? Чай? Ну, потому что чай дешевле. То из-за этого? Да. Готовить проще. Чай готовить проще, но чай дешевле. Ты Смотри, знаешь, какую версию слышал? какой? Что вот когда начали бороться с османским, то есть вот этот начал Ататюрк, и кофе пили, как бы военный напиток считался, то есть военная культура. И чтобы избавиться от этой янычарской культуры, чай начали замещать, чай начали замещать. То есть кто пил кофе, они считались янычарами. У тебя очень романтическое. Чай, с одной стороны, правильно, чай это английская тоже культура, как бы, через Цейлон идет, да, и европейские больше. Можно это и так понять, но... Я просто, знаешь почему? Вот, я посмотрел на кофе с этой стороны, с военной культуры, потому что в походах участвовал, кофе его пили перед сражениями, и вот как бы от военных людям перешло. И когда этих османов как бы выгнали, да, все царское убрали, считалось, что если ты пьешь кофе, значит ты как бы про царского режима, то есть ты как бы янычарец. Как Боже царя храни в Советском Союзе пить. Версия, а другая версия, согласен. почему кофе? Потому что привозить кофе, смотрите на это как экономически. Представьте, молодой Советский Союз начинает, республика, конечно, не совсем Советский Союз, но все же, начинает развиваться. Все, что дорогое, все надо убрать. Потребность в чем-то дорогом надо убрать. Почему? Потому что человек... Нет. Государство не может это поставлять. Понимаешь? Нет поставок. Кофейных поставок не было. Горох-то горох. Пшеничный кофе, традиция пшеничного кофе до сих пор в Каппадокии или на Востоке есть. У нас тоже крымские татары пшеничный кофе жарили. Ячменный, В да. Советском Союзе промышленным способом выпускали это. Вот. До сих пор. Вот это инка, не инка, который там в Венгрии и так далее, это тоже так распространена, как инстант частично. Но это почему делается? Потому что привезти этот продукт, это значит навести порядок в отношениях с государствами, которые этим продуктом монопольно властвуют. Политика это получается. Политика, это все политика и деньги. Деньги, главное, чай же сами выращивают, как сейчас на импортозамещение. Чай, ты рабочие места. Всего лишь 10 лет? 10 лет всего лишь. Причем сейчас Казахстан-медиа это... Ты неправильный вопрос задаешь. Задайте Только что человек тебе рассказывает. Нет, он говорит, что вот последнее время, почему повсеместно? Потому что дешевле чай, проще чай, потому что этот чай ты можешь разбавлять и пить сколько хочешь. А вот смотри, допустим. еще тема. Вот у меня, наши корни южнобережные, да? И там... А откуда конкретно? Есть около Алушты, Бойкламбар. И там, получается, мать всю жизнь, вот она же не видела, как бы это, ничего, маленькие дети, их выслали, и она помнит вот это вот стаканы, армуд. Вот эти стаканы помнят, чего они пили чай. То есть у них чай, традиционно пили чай дома вот с таких стаканов. Почему? Вот, это инджебелли называют. Поэтому, когда он... Инджебелли? Инджебелли. Тонко... Мой джезве. Инджебелли. Это то же самое, как и джезве. Да. Почему? Потому что держит тепло
но расходится, не позволяет ему быстро остыть, как в этих вот граненах, да, и законы физики. Ну, верх холодный. Да, чуть да, уже. верх отпиваешь, отсюда идет эта циркуляция. И они помнят, что чай пили, потому что у них видно кök, говорят, köken, с Трабзона. Ризе, Трабзон, Черноморская, вот это, Трапезунда, оттуда. Потому что там очень тесные Ну, торговые это же пути были. Османская империя по-любому была. Какие-то. Очень часто говорят вот про Османскую империю. На самом деле это еще старше, чем Османская империя. Османы Черное море прибрали к рукам. Они, Мехмед II завоевывает, 15 век. это называют, завоевывает Константинополь. На самом деле город ему отдают при условиях. Там есть условия. И одно из условий, то, что он хочет, чтобы его короновали в Айя Софии. Там есть вот этот квадрат с кругом посередине. Но ему говорят, там коронуют Цезарей, крещенных. И очень многие сейчас источники спекулируют тем, что его крестили, как и Владимира. Тес, его крестили. Поэтому, держа над ним корону, его короновали на Кайзере Руми, Цезаря Рима. Ильбер Ходжа, тоже у него крымско-татарский, но об этом больше говорил Халил Иналджик. Чисто крымский татарин, наш отсюда. Ильбер Ходжа, он еще такой политически правильный, такой вот, он это официально не говорит. И почему 19 дней наш Фатих Мехмед Султана в Топкапы, в этих, вот этом, где балкон же есть, там красивая панорама, там выход на Босфорный. Да. Это его комнаты были. Первично там гарема не было. Там пристроили гарем в 16 веке по приказу Сулеймана. До этого все только мужчины были. 7 сенат во втором дворике. В третьем дворике школа, лицеалисты, там где одежды спали, там лицей был. Еще какие-то там спали дети султана, там где Куцал Иманетлер, там вот это вот где священные мощи, там и так далее, реликвии там, вот там вот. А сами султаны жили вот где Мехмед Султан, вот возле этого балкона. И там, получается, 19 дней оно уже вонять начало. Вы представляете? И подают официально. Почему? Потому что дети султана между собой ругались за трон и забыли похоронить отца. Они понятия не имели, как его хоронить. В этом все дело. Почему? Крещеный и мусульманин. Каким обрядом? И кто на трон сядет? Понимаете? Поэтому Тимирлан до этого приходит в Анатолию, пальцем машет. И поэтому, если посмотреть на Крымское ханство, оно является действительно преемником Золотой Орды, потому что там ни с кем не смешивались. Чистокровные они были, просто из семей выбирая. А тут из такой вот семьи венгерская принцесса, там мать наследника, сербская принцесса, мать наследника. И смотрите, хорошо, Мехмед Султан, он завоевывает в 1453-м, но Черное море переходит к нему в руки, отдается. Трапезунда кралле, Трабзонское государство, оно переходит в 1470-х аж годах. Почти 20 лет длится, ну как бы, или 12, то ли 15 лет, пока он прибрал Черное море к рукам. Они как бы говорят, ладно, мы уже не будем ругаться, хорошо, пусть будет. А до этого это было Боспорское царство, потом Трапезунда. А Боспорское царство это Митридат тот же, который в Керчи похоронен, Боспорус, этот Керчь, Пантикопей, Феодосия, также вот так вот идет торговые пути, водные торговые. И так же, как и Сухуми, Батуми, вот это все идет Черноморским побережьем. Как оно называется? Там еще Сухуми, Батуми, еще что-то там есть. Туапсе, такие вот эти. Вот так вот идет это царство берегом Черного моря. И он это к рукам прибирает, а там уже чайная культура есть. Поэтому ваша мама и бабушка, это также пили этот чай и до османских турков, и после османских турков. И она вот потом, когда Союз развалился, и вдруг стали появляться вещи из Турции, она так обрадовалась этому празднику Детство. с детства. Да. Нам в щитке прятали. Инджабелли. Поменьше, побольше. Да, тоже. Вот черноморские, они говорят, оно тогда. Поэтому здесь тоже свои эти щеве, диалекты. Вот черноморские они говорят.
аралык. Смотрите, Потому что касым это кысым, голодный кытлык такой вот, касылмак, сжатый месяц. А аралык это между касымом и оджаком. Оджак это когда уже разогреваешь печку, топишь, печной месяц, январь, между... Поэтому говорит аралык. У нас здесь очень, то есть у них здесь странные языковые особенности вообще.